Новые подробности появились в деле о гибели солдата в Свердловской области. Напомним, 20-летний Ильдар Серазев, который служил водителем, скончался от удара током на военном полигоне. Возбуждено уголовное дело. Обвинение планирует предъявить сержанту-электрику. Однако родные погибшего провели собственное расследование и уверены в системной халатности командного состава. Подробности в репортаже Юлии Нигматуллиной. Он был без синяков. Одежду мы все сняли. Сейчас она уверена в одном – это была не дедовщина. 20-летний Ильдар Серазев радовался жизни даже во время нелегкой службы в армии. Звонил домой каждый день, рассказывает мама. Тот июльский вечер врезался в память жутким СМС-сообщением. А ритуальные службы оказались на пороге раньше, чем она поверила в смерть сына. Возьмите трубку, где ваш сын служил. Вот этот сын служил, насторожил меня. Почему служил? Он ведь служил. Ритуальная услуга зашли, я их выгнала. Другие пришли. А раз, думаю, уже вторая партия приходит, ну, значит, правда. Огонь. Экспертиза установила, солдат-срочник умер от удара током. ЧП произошло на военном полигоне в Свердловской области, неподалеку от города Пышма. Ильдар служил водителем командно-штабного автомобиля «Урал». В его обязанности также входило обслуживание двигателя. Удар током он получил через корпус машины. Это фотографии с места происшествия. Солдата нашли лежащим на земле возле кабины, без признаков жизни. Уфимский автотранспортный колледж. Именно его закончил Ильдар Серазев в 2018 году. В том числе занимался и в этой аудитории. Здесь, например, двигатель Ярославского моторного завода. Именно такой используется в военных Уралах. Его устройство Ильдар знал отлично. Кроме того, защищал диплом по электрооборудованию автомобилей. И, по словам преподавателей, он не мог нарушить технику безопасности при работе с машинами. Результат тестирования у него составил 95%, у него стоял отлично. Вот он запомнился действительно грамотным, разбирающимся студентом, и у него был живой интерес к автомобилям. Все, проверяем. Так, 24. Так выглядят аккумуляторы автомобиля «Урал». В этой машине их два. В общей сложности они выдают 24 вольта. Это напряжение, конечно, не смертельно, поясняют преподаватели. Задача аккумуляторов – обеспечение работы двигателя. Но в случае, если на шасси установлен так называемый КУНГ, штабной фургон для офицерского состава, то тогда аккумуляторы через преобразователь снабжают электричеством весь кузов. И вот здесь уже все 220 вольт. Здесь при преобразователе, если используется, то должен быть заземление. Скорее всего, то заземления не было. Ну или где-то коротнуло внутри состояние там провода. При таких обстоятельствах могло его ударить током. Правильного заземления действительно не было. Это установили эксперты, которые исследовали автомобиль. И многие сослуживцы Ильдара подтвердили, что их тоже било током через корпус автомобиля. Родители солдата сами опросили несколько военнослужащих. Выяснилось, что подобные инциденты начались задолго до трагедии. Меня самого 27 июня 2019 года ударило током через корпус автомобиля «Урал». Могу сказать, что било током не только меня, но и других ребят по службе. Неоднократно сообщали старшим по званию, но никаких действий по устранению неисправностей не предпринималось. Как сообщили родным Ильдара, следствие планирует предъявить обвинение сержанту-электрику. Но виновных в этой истории больше, считает мать погибшего солдата. Это беспечность, халатность командиров. И не только вот этого, которого электрика. Все-таки надо было огородить это место. Маленький надпись делай. Не подходите, бьет током. Командир роты, которому солдаты сообщали о неисправностях с электричеством, разговаривать с журналистами отказался. Я волонтер, но общаюсь с. Сейчас родители Ильдара ждут материалы уголовного дела для ознакомления. В ближайшее время оно будет передано в суд. Родные солдаты опасаются, что истинные виновники уйдут от ответственности. Ведь если бы военные командиры отреагировали вовремя, трагедию можно было предотвратить. Юлия Нигматуллина, Тимур Каюмов. Новости. Уфимский район.